Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Алданском районе следователи начали проверку по факту смерти 61-летней женщины. Она была доставлена в центральную районную больницу с огнестрельной раной в области груди. Однако спасти ее не удалось. На данном этапе расследования установлено, что утром 5 августа между потерпевшей и ее 66-летним супругом в помещении кухни их дома произошла ссора. В разгар конфликта мужчина из самодельного огнестрельного оружия произвел один выстрел в женщину, после чего совершил суицид. Раненая женщина позвонила сыну и сообщила о произошедшем. Молодой человек приехал и вызвал сотрудников скорой помощи, однако, несмотря на усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось. В рамках расследования уголовного дела назначено необходимое экспертное исследование. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по делу. Расследование уголовного дела продолжается. Участковый из Таттинского района будет привлечен к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Его поймали на лжи в деле сотрудника ДПС, который был приговорен к 2 годам условно за подлог штрафа к жителю, который не допускал правонарушений. Участковый был свидетелем и дал заведомо ложные показания о якобы законном составлении постановления. Якобы он присутствовал при совершении правонарушения. Однако его показания противоречили доказательствам, имеющимся в материалах дела. У жительницы столицы республики украли деньги, сумку и очки. Она покинула квартиру на несколько минут, не заперев дверь. Это увидел сосед и решил воспользоваться ситуацией. Теперь в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате столкновения 2 машин в Нижнем Бестяхе пострадали 3 человека. Как отметили в пресс-службе Государственной противопожарной службы Якутии, в результате аварийно-спасательных работ 3 человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. ДТП произошло недалеко от паромной переправы. Столкнулись УАЗ «Хантер» и микроавтобус Toyota Хайс. В московском баре избили французского актера, сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Такси». Как сообщает московский «Комсомолец», инцидент произошел в караоке-баре «Войс», где актер проводил время со своим братом, тоже актером. В определенный момент французские артисты повздорили с другим клиентом заведения, который ударил таксиста по лицу. Ссора произошла из-за очереди к микрофону караоке. После этого актер самостоятельно обратился в институт имени Склифосовского, получил необходимую помощь и был отпущен. В настоящее время столичная полиция расследует произошедшее. В конце июля российский видеоблогер Lucky Man опубликовал видео, на котором вместе с Насери проехался по улицам Москвы на автомобиле Peugeot, на котором герой француза разъезжал по Марселю в 4 фильмах франшизы «Такси». Судебные приставы культурной столицы страны придумали, как переселить стадо коров, не навредив животным. Сестры-фермеры из Санкт-Петербурга должны были переселить 11 буренок из своего участка по решению суда. Однако женщины не смогли этого сделать просто потому, что выселять животных было некуда. Далее цитата. «Судебный пристав понимал, что принудительно выселять животных на улице нельзя, так как это может негативно отразиться на их состоянии. В итоге фермерши продали участок и купили другой, куда и перевезли животных. При этом, по предложению пристава, участок выкупил один из взыскателей. Как отмечает пресс-служба судебных приставов, переезд и процесс адаптации животных прошли без осложнений. Во время исполнительных действий ни одна корова не пострадала, заключает ведомство. Еще одна история с участием животных. Автопатруль остановил девушку на лошади в центре Астрахани для проверки документов. Но 16-летняя астраханка оказала сопротивление полиции. Девушка оторвала сотруднику полиции погоны, пуговицы и видеорегистратор. Ее доставили в отделение полиции, вызвали родителей и составили материал по статье «Мелкое хулиганство». А после этого отпустили, утверждают в полиции. Видео задержания снимала другая наездница. Она сообщила журналистам, что девушку повязали, когда она убирала навоз за своей лошадью. Хотя в пресс-службе полиции утверждает, что девушку остановили в рамках рейдовых мероприятий против незаконных перевозок детей на лошади на центральной набережной реки Волга. Камеры наблюдения и автомобильные видеорегистраторы запечатлели момент столкновения грузовика с бензовозом на шоссе возле аэропорта Болоньи на севере Италии. На этом пока все. Берегите себя.